Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24, в студии Даржусат и коротко о главном. В республике стартовала всероссийская акция «Парад у Дома ветеранов». В Туве продолжается прием заявок по тувинской льготной ипотеке, которая завершится 30 июня. Постановлением правительства Тувы особый противопожарный режим в республике продлен до 27 мая. В кинотеатре Найрал состоялась премьера фильма «Тувинским добровольцем». Сегодня состоялась презентация фотоальбома работ лучших камнерезов Тувы. В преддверии празднования 9 мая в столице Тувы начались торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных событий стали торжественный митинг и возложение венков к мемориалу памяти на площади Победы. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну и жизнь. Пока мы будем помнить об этой войне, мы будем жить. Будет жить наша Родина, Россия. Именно эти слова передают главную суть мероприятия, потому что День Победы – это не только праздник и торжество, но и время для воспоминаний и глубоких размышлений о героических поступках наших предков. Участники мероприятия несут в себе гордость за подвиг героев. Одним из трогательных моментов мероприятия стало возложение венков к мемориалу памяти. Люди стояли в тишине, склонив головы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с поля боя. Цветы и венки стали символом бессмертия души и благодарности за мирное небо над головой. В церемонии возложения венков принял участие герой России Буян Кулар, который отметил, что подвиг ветеранов на века останется образцом мужества и отваги. Мы потомки тувинских добровольцев, которые на данный момент сражаемся в зоне специальной военной операции. И нас вдохновляет, что наши деды, отцы, прадеды тоже воевали на этой земле, той войне, которой мы никогда не забудем. И сейчас тоже участники специальной военной операции выполняют боевые задачи в зоне специальной операции и сражаются достойно, храбро. Также герой России поздравил своих земляков с предстоящим Днем Победы. Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны, нашей великой Родины России и нашей народ, тувинский сплоченный народ, который всегда помогает гуманитарной помощи и всегда нашим бойцам, и которые участникам специальной военной операции. Дальше будет победа, будет за нами. И верьте нам, бойцам, тувинцам. Желаю всем наступающим праздником, желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Самое главное – вернуться живыми и здоровыми из зоны специальной военной операции. Помимо этого на митинге присутствовали дети и внуки ветеранов войны, военнослужащие и добровольцы специальной военной операции, должностные лица республики, парламентарии, воспитанники кадетских классов и учащиеся школ города Кызыла. Айдана Сенденма, Буян Мангуш, Доржусат, телеканал ТУВА-24. Юноармейцы поздравили участников Великой Отечественной войны в рамках начавшейся в Туве всероссийской акции «Парад у Дома ветерана». Данное мероприятие – это дань уважения перед теми, кто внес огромный вклад в историю нашей страны и защитил ее в трудные времена. С ветеранами пообщалась наш корреспондент. В преддверии Дня Победы в Кызыле прошла всероссийская акция «Парад у Дома ветерана». Участники военного парада, юноармейцы, отряд юных казаков, кадеты Кызылского президентского кадетского училища поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Бориса Борисовича Подгорного и Георгия Васильевича Абросимова 79-й годовщиной Великой Победы. В рамках акции юноармейцы прошлись торжественным маршем под песню «День Победы» в исполнении военного оркестра 55-й бригады перед героями. В знак уважения и благодарности за подвиг ветеранов юные патриоты вручили им цветы, памятные подарки и исполнили песни военных лет. Я ранее участвовал в таком же параде. Этот парад для меня значит как честь, поздравить ветеранов с Днем Победы. Нужно всегда помнить и чтить тех, кто защищал нашу Родину. В
В рамках всероссийской акции «Парад у Дома ветерана» приняли участие около 300 учащихся. Ветеранам со временем все сложнее лично участвовать в праздничных торжествах, парадах и шествиях. Поэтому юноармейцы устраивают для них персональный праздник прямо у домов героев войны. Очень отрадно, что наше подрастающее поколение всегда чтят, помнят и всегда помнят наших ветеранов. И мы в этом году проводим масштабно уже 2 таких мероприятия. Первый раз прошлись перед домом ветеранов, это Козылский дом-интернат. И 7 числа и в этот день мы прошлись перед 2 ветеранами. И в следующем году наша задача также максимально охватить всех ветеранов Великой Отечественной войны. И чтобы и участники специальной военной операции также не остались без внимания. Ключевая задача акции – выразить признательность ветеранам за их героический вклад в Великую Победу. Такие мероприятия помогают сохранить и передать память о подвиге ветеранов будущим поколениям, подчеркнуть важность их жизненного опыта и достижений в борьбе за мир и свободу. Айдана Сенденма, Владимир Сюртук, Ангер Кужгат, телеканал ТУА-24. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Соловьева Донецкой Народной Республики. Мужественные и самоотверженные воины бригады, по первому зову Отечества, вставшие на его защиту с первых дней специальной военной операции, образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов. Бригада «Черных барсов» с честью решает задачи на самых ответственных направлениях. В боях на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанской и Авдеевки, военнослужащие соединения вписали в историю Отечества славные страницы подвигов. За беспримерное мужество, героизм и самоотверженность 3 военнослужащих удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Более 1500 награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Спрос на тувинскую льготную ипотеку по 2% годовых стал ажиотажным. Как сообщил глава Тувы Владислав Хавалык, годовой план по льготной ипотечной программе был перевыполнен. Всего за несколько месяцев прошлого года жители Тувы оформили более 1000 ипотечных кредитов вместо 801 запланированного. И поэтому руководитель региона ведет переговоры по продлению программы. Приобрести жилье по льготной ставке можно на первичном рынке. Программа доступна любому совершеннолетнему гражданину Российской Федерации. Максимальный размер займа составляет 6 миллионов рублей, а максимальный срок кредитования – 242 месяца. Минимальный первоначальный взнос, в качестве которого можно использовать в том числе средства материнского капитала – 15%. На сегодняшний день льготной ипотекой воспользовались более 1700 граждан. В чем преимущество? В том, что по сравнению с другими ипотеками процент выплат составляет 2%. Других процентная ставка есть 6, есть 8, это семейная ипотека и другие ипотеки, где процент выше. И, соответственно, эти 2% установлены на 20 лет. И граждане, которые получили данную ипотеку льготную, они в течение этого всего срока будут оплачивать именно 2%. Это, соответственно, выплаты ежемесячные меньше, нагрузка на семейный бюджет существенно меньше. Помимо выданных к настоящему времени уже 1700 кредитов по льготной ипотеке, банки, в числе которых Сбербанк, Росбанк, а также банк Дом.РФ, Россельхозбанк и Совкомбанк одобрили более 5000 кредитов. Всего заявками на получение ипотеки по 2% годовых обратились более 11 тысяч человек. Востребованность ипотечной программы объясняется тем, что ежемесячные платежи по ней в 2,5 раза ниже, чем по общефедеральным программам. Приобретаемая жилая площадь должна быть находиться на территории республики. Застройщиков у нас соглашение заключено 22 масштабных инвестиционных проектов у нас. Застройщиков на данный момент реализующих квартир, жилых помещений где-то 10. На данный момент в продаже имеется где-то более 1200 квартир разных площадей. Льготная ипотека стала не только возможностью для многих семей в Туве улучшить жилищные условия по выгодным предложениям, но и послужила значимым стимулом для развития жилищного строительства в республике. Сегодня правительством Тувы ведется работа над продлением действия этой программы. Тем не менее, отмечу, что льготная ипотека в Туве завершится на текущих условиях 30 июня этого года. Инна Клаян, Айдана Сенденма, Буян Магуш, Ангер Кужугет, телеканал ТУА-24.
Постановлением правительства Тувы особый противопожарный режим в республике продлен до 27 мая. Отметим, что из-за установленной теплой и сухой погоды жителям и гостям региона запрещается посещать лесные массивы. С середины апреля в республике потушено 9 пожаров. Общая площадь пострадавших территорий – 178 гектаров. Предварительная причина большинства возгораний – человеческий фактор. Ежедневно проводится воздушное патрулирование лесных территорий. С начала действия особого противопожарного режима проведено более 160 наземных патрульных выездов в леса. В случае обострения ситуации с пожарами и борьбе со стихией будет задействовано около 300 человек и 120 единиц техники. В столице Тувы состоялась презентация документального фильма «Тувинским добровольцам посвящается». Инициатором выступил Национальный архив Тувы в рамках исторической реконструкции, посвященной 80-летнему юбилею проводов тувинских добровольцев на фронт Великой Отечественной войны в 1943 году. На премьере фильма побывала Инна Клоян. Сегодня зрители окунулись в историю, которая случилась 80 лет назад. Отправка тувинских добровольцев, танкистов на фронт. Первые добровольцы из ТНР вступили в ряды в мае 1943 года. Эти моменты, эмоции, впечатления пытались передать в документальном фильме. Одной из главных ролей поверенного в делах СССР в ТНР Михаила Сущевского, который в то время проводил отбор тувинских добровольцев, сыграл депутат Хурала представителей Роман Поманисочкин. Дорогие товарищи! Все народы демократических стран поднялись как один на борьбу с фашистской нечистью. Сегодня мы отправляем первый отряд тувинских патриотов, которые изъявили желание добровольно идти на фронт, сражаться с ненавистным врагом. Тувинский народ связал свою судьбу с судьбой Советского Союза и узами ленинско-сталинской интернациональной дружбы. Изначально мне было, конечно, немного волнительно как-то. Но когда я, так скажем, вжился в роль, то есть ощущение было, что я нахожусь именно в то время, и действительно, как будто я, являюсь участником, я отправляю тувинских добровольцев на фронт воевать с фашистской Германией на тот момент. В первую очередь, как я это прочувствовал, он должен был своей речью зарядить добровольцев, чтобы они поднялись духом и пошли бить врага. Такое было у меня внутри ощущение. Я думал, он чувствовал именно то же самое. Напомним, что 20 мая 2023 года был осуществлен грандиозный проект – историческая реконструкция проводов 11 тувинских добровольцев-танкистов на фронт. Съемки проходили в течение 2 дней. В них приняли участие волонтеры, которые изъявили желание сыграть актеров в массовке, а также работники культуры. Всего в съемках приняло участие более 250 человек. Было, конечно, сначала тревожно, потому что я впервые в жизни играла какую-то роль, то есть это мой первый опыт. И действительно, конечно, он передал, ну то есть даже мы там стояли, когда играли роль, этот момент даже передал ту атмосферу того времени. Было, конечно, даже я могла слезинку пустить. И я играла девушку Яру, которую она должна была кричать из толпы. И я должна была тувинским добровольцам передать, ну то есть чтобы они передали Сталину привет от тувинского народа. Зал кинотеатра был полностью забит, а некоторым и вовсе не хватило места. Среди присутствующих были зрители разных возрастов, как старшее, так и младшее поколение. Все с восхищением отозвались о фильме и назвали его значимым событием в культурной жизни республики. Очень интересно было, как будто документально. В то время действительно, как они провожали, мы до сих пор не забыли. Вот этот по-настоящему показали. Я этим очень довольна. Больше всего понравилось то, что девушки свои цветы подносили этим солдатам в знак уважения и скорейшего возвращения домой. Было ли ощущение, что вы окунулись в ту историю? Конечно. Фильм очень понравился.
очень хорошо, что мы обращаемся к прошлому, не забываем своих предков, которые завоевали нам мир, счастливую жизнь, наше голубое небо над нами. Было ли ощущение, что вы окунулись в историю? Да. Спасибо создателям фильма. Фильм очень хороший. Что понравилось, что запомнилось? Все. Актеры, это было великолепно. Было ли ощущение, что вы окунулись в историю? Очень понравилось, да. В зале также присутствовали заместитель председателя правительства Тувы Арлан Сарыглар и министр культуры Виктор Чикжит, которые отметили, что это примечательно, что Национальный архив именно накануне Дня Победы проводит премьеру документального фильма, посвященного памяти наших предков. Короткометражный фильм стал итогом проекта «ОНО» хранители историко-культурного наследия и Национального архива Республики Тыва. Их общая идея сохранения памяти тувинских добровольцев получила свое воплощение при поддержке Фонда президентских грантов. Знаете, это был такой очень интересный момент. Мы подняли все исторические документы, архивные фотографии, газеты и посмотрели все правительственные документы. И благодаря им мы восстановили именно вот эту вот историю. И мы также украсили нынешнюю филармонию. Тогда она была Домом культуры имени Сталина. Вот. И народ с удовольствием оделся даже вот в одежду тех времен. И 2 дня мы узнали, как происходит этот процесс съемки фильма. Директор Национального архива также добавила, что это в первую очередь играет большую роль в патриотическом воспитании нашей молодежи, так как молодые должны понимать, насколько сплоченным был тувинский народ и сколько он вложил в победу над фашизмом. Добавлю, что короткометражный фильм можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте Национального архива региона. Инна Клаян, Батыр Базан, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24. Детская хореографическая школа Кызыла продолжает радовать своих поклонников и покорять вершины мирового балета. На этот раз балет «Алантос» и ансамбль имени Анатолия Шатина стали яркими триумфаторами международного конкурса в Улан-Баторе, подтвердив свой высокий профессиональный уровень. Айдана Санденма подробнее расскажет. Международный конкурс «Всемирный балет и танец», проходивший в Монголии, это престижный конкурс, который ранее проводился во многих зарубежных странах. Россию представляли только коллективы ансамбля «Алантос» и детский ансамбль народного танца с танцем Чинчишуру. Юные ученики хореографической школы имени Анатолия Шатина не только приняли участие, но и блеснули талантом и профессионализмом. Детский образцовый классический балет «Алантос» исполнил танец под названием «Улухем». В номинации «Балет» он не просто показал свое мастерство, а завоевал заслуженную золотую медаль. Аврора Кулар уже 6 лет учится в хореографической школе и за это время успела поучаствовать во многих конкурсах, как российского, так и международного уровней. Я счастлива, что смогла участвовать в этом конкурсе, так как он один из самых престижных в мире балета. Мы очень сильно и усердно готовились к этому конкурсу, и наши ожидания и оправдались. Поездка была очень сложной и трудной, но все-таки Монголия встретила нас очень хорошо. Это очень красивая страна, Улан-Батор очень красивый город. Погода в нем хорошая, и отчасти я думаю, что каждый бы хотел бы побывать в таком городе. Даяна Ундар – выпускница детской хореографической школы имени Анатолия Шатина. После выпуска девушка осталась в составе ансамбля «Алантос», потому что еще будучи маленькой девочкой восхищалась изящностью балета. Мы были на экскурсии, мы посещали музей, посвященный Чингисхану. Нам он очень понравился, очень остались такие вот впечатления от нем большие. И очень надеюсь, что мы все же еще туда поедем, тоже еще больше увидим достопримечательности Монголии. Ансамбль народного танца также не остался в тени. Их танец Чинчишуру поразил зрителей своей красотой, энергичностью и профессионализмом исполнения. Девочки продемонстрировали не только отличную технику, но и передали всю глубину и национальный колорит этого танца, что позволило им заслуженно занять одно из призовых мест – серебряную медаль. Нам очень все сильно понравилось. Там была большая сцена. У нас был профессиональный грим. Мы не могли узнать друг друга. Мы благодарим
нашего художественного руководителя Раису Судыповну и преподавателя Саяну Печоловну. Монголия встретила нас очень тепло. Мне все очень понравилось. Там было очень красиво, там были очень много людей. Я посмотрела очень много танцев народных и большой мир балетного искусства. Хореографию танца «Улухем» поставила художественный руководитель, заслуженный работник России и Тувы Раиса Столол. Конечно, мы очень волновались, потому что жюри было просто космического уровня. Это люди с большим-большим стажем, со званиями, со своими школами. Одно имя Вячеслава Гордеева, народного артиста Советского Союза, председателя жюри, это уже вызвало у нас шок. И, конечно, мы очень переживали. Мы представляем дополнительное образование, а там еще присутствует и профессиональное, конечно, образование. И, конечно, члены жюри очень объективно подошли. И сам председатель жюри сказал, что наши дети очень хорошо обучены. Школа русского балета преподается у нас очень достойно. Победа классического балета «Алантос» и детского ансамбля народного танца на международном конкурсе в Улан-Баторе – это не только успех отдельных коллективов, но и показатель развития культуры и искусства в регионе. Такие победы вдохновляют на поддержку и развитие детского творчества, открывая новые горизонты для молодых талантов. Айдана Сенденма, Батырбазан, Самдамнерги, телеканал ТУВА-24. Сегодня в Доме художников состоялась выставка произведений искусства, а также церемония награждения на звание «Лучшее произведение года». На мероприятии собрались известные мастера своего дела, чтобы узнать имя лучшего. Айсу Мунгуш подробнее. Нового издания, посвященного Чонардашу. Сегодня у нас такой мини-праздник накануне большого праздника. И вот этот альбом, помимо того, что он вышел в год 50-летия своего предшественника, ожившего камня, он как раз, открывает новую страницу в истории камнерезного искусства. Первый фотоальбом работ мастеров камнерезного искусства Тувы вышел в далеком 1969 году. Спустя 55 лет после издания первого выпуска Чонардаш стал вторым фотоальбомом в истории Тувы. Он собрал в себе работы лучших камнерезов на 52 разворотах. Очень замечательная работа вообще. Вообще здесь камнерезная работа – это шедевры камнерезного искусства. Камнерезное искусство давно стало не просто ремеслом в масштабах нашей малой родины. Художественные произведения, высеченные из камня, уже являются визитной карточкой Тувы наравне с горловым пением. Работы мастеров-камнерезов знают во всем мире. Майол Чоду долго наблюдал за искусством опытных художников по камню перед тем, как начать собирать материал для сборника. Как признается сам автор альбома, он многое открыл для себя в процессе создания и реализации Чонардаша. В процессе подготовки для альбома отснятый материал начал в ходе разработки макета начал смотреть, и то, что я раньше не знал, стал открывать. Мы пригласили Чоду Майола, чтобы создать такое, сам пришел нам такой инициативой, да, и материал у него есть, материал мы собирали до этого. Художественное изобразительное искусство высечения композиций из камня развивается очень быстрыми темпами. Это можно увидеть потому, как много в данном направлении юных, начинающих свой путь мастеров. Вообще, они, как он говорил, по исполнению очень трудно. Как и любая деятельность, камнерезное искусство растет и развивается, но каждый художник всегда возвращается к истокам и истории. Чонардаш как раз и создавался с целью сохранения и популяризации художественных произведений современного камнерезного искусства, чтобы через века наши потомки могли воочию увидеть стиль и детали работ. Айсу Мунгуш, Батырбазан, Дожусат, телеканал ТУВА-24. Продолжение темы искусства. В Доме туризма развернули фотовыставку, которая посвящена 85-летию победы у Халхин-Гола. В экспозиции вошли уникальные архивные снимки. На месте побывала и наша съемочная группа.
Сражение на реке Халхингол началось 20 августа 1939 года. К концу августа советские войска при поддержке монгольских соединений полностью очистили территорию Монгольской Народной Республики от японских сил. В сложнейшей обстановке монгольских степей Георгию Жукову удалось провести решающую операцию по окружению японской группировки и продемонстрировать силу и мощь Красной Армии. Эти и многие другие исторические факты отражены на фотовыставке. Наши друзья, монголы, всю свою жизнь они рука об руку с нами жили, как наши соседи. И традиционный уклад жизни точно идентично такой же, как и у нас, у тувинцев. Наши друзья, монголы, очень глубоко ценят ту неоценимую помощь Советского Союза при отражении атак империалистической Японии. Это все происходило в 1939 году. Это буквально 85 лет назад. В свое время, в 1936 году, Советский Союз и Монгольская Народная Республика подписали договор о взаимопомощи при любых атаках агрессоров. Да? Ранее фотовыставка была представлена в Иркутске, а сегодня ее открыли в Доме туризма для жителей и гостей Тувы. Сегодня я побывала в очень интересной и познавательной выставке, которая проходит в центре Азии, в Доме туризма. Фотовыставка посвящена к битве на реке Халхинголе. Здесь показывают именно те исторические моменты, которые проходили именно в те года. За успешное проведение операции по разгрому японских захватчиков Георгий Константинович Жуков был удостоен звания Герой Советского Союза, награжден 2 орденами Боевого Красного Знамени, а также был отмечен монгольскими правительственными наградами. Успешное советское наступление стало финальным аккордом в завершении Второй мировой войны. До сегодняшнего дня наши друзья монголы всегда уважают и чтят память о тех военных действиях на реке Халхингол. И в целом по итогам данных сражений 80 человек были награждены стали героями Советского Союза. И таким образом есть у нас такие предпосылки, что потерпев поражение именно на реке Халхингол от наших совместных войск Советского Союза и Монголии, Квантунская армия Японии, она уже решила не атаковать с восточной стороны на границе Советского Союза. Сражение на Халхингол очень имеет такое историческое значение. В ходе боев на Халхинголе советские войска потеряли более 23 тысяч человек, а японские потери оцениваются в 61 тысячу. Принято считать, что именно тяжесть поражения во многом удержала Японию от нападения на СССР вместе с Германией. Фотовыставка продлится в течение 3 дней. Айра Асад, Владимир Сюртук, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Также сегодня презентовали фотоальбом «Чонардаш. Современное искусство Тувы». Автором уникального фотосборника является талантливый фотограф республики Майол Чоду. На мероприятии побывала наш корреспондент. Творческое сообщество художников Тувы ежегодно представляет свои работы для признания своего таланта, где основной номинацией является «Главное художественное произведение года». На выставке представлены более 100 работ в различных творческих направлениях – камнерезное искусство, скульптура, живопись и графика. Помимо титула лучшего художника изобразительного искусства, победители номинации ждут денежные премии. На протяжении длительного периода истории изобразительное искусство Тувы развивалось в виде камнерезной пластики. Карол Бичелдей с самого детства созерцал работу своего искусного соседа-камнереза. Как он вспоминает, еще будучи совсем мальчишкой, сначала тайком пробирался в мастерскую соседа через забор, чтобы посмотреть на работы ювелирного уровня. Сегодня он сам стал лучшим в своем ремесле, лучшим художником по камнерезному искусству. В этом ремесле самое трудное это как создать композицию и тему данной работы. Это самое трудное. Его надо придумать, обдумать. И на это много времени проходит. В
Вдохновляясь любовью к родине, бескрайними просторами Тувы, Айхан Адыгол представил на обозрение публики и жюри свои 7 работ. Автор в основном работает в технике станковой живописи маслом на холсте. Художественные произведения Айхана Адыгола по достоинству оценили члены жюри высшей ступенькой на пьедестале почета. Начал участвовать уже по живописи. И ранние годы до этого момента, я получал, тоже призовые места, как гран-при я никогда раньше не получал. Поэтому, чему очень рад. Конечно, дальше буду еще развиваться. Тувинское изобразительное искусство развивается достаточно динамично, что подтверждает конкурс-выставка. В нем приняли участие не только опытные мастера, но и юные, начинающие свой путь художники. Мероприятие играет важную роль в развитии творческого направления республики. Оно демонстрирует работы именитых и опытных мастеров, чтобы будущее поколение творцов училось и перенимало опыт. Айсу Мангуш, Владимир Сюртук, Доржусат, телеканал Тува-24. Скрипач, который владеет горловым пением и не только. Накануне, в преддверии Дня Победы, в Центре русской культуры имени Иннокентия Софьянова прошел праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам». Со сцены в исполнении различных творческих коллективов прозвучали известные военные и фронтовые песни. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Иванович Марков. О том, как прошел концерт, расскажет Айра Асад. Праздничный концерт в честь Дня Победы – это возможность вспомнить и почтить память солдат, которые погибли за свою родину. Это время единения всех поколений. В этот вечер зрители испытывают множество чувств. От гордости за свою страну до глубокого уважения к ветеранам войны. Почетным гостем стал ветеран Великой Отечественной Кирилл Марков. На боевую операцию повезли. Первый раз пошли на боевую операцию. Мы как котята, слепые, ползают. Интересно, ага. А там было 2 бандита, подработали, а нас стали, лес окружили, а нас мало солдат, а они в лесу в центре просидели, мы пошли, а они еще мало, они вышли, да ушли, потом нам сказали, что они были тут, отпустили первых, а потом уже приходилось, когда много соберется, большие операции были, много солдат тут съезжалось. Орден, Великой Отечественной войны, нас наградили, стали нас приравняли как участники войны. Много у нас там погибло. Кирилл Иванович Марков, будучи совсем молодым парнем, работал в колхозе, помогая обеспечивать продовольствием фронт. А в 50-м году начал работать водителем, перевозя бензин и керосин. Спустя год Кирилла Ивановича призвали в армию, где он служил в Кёнигсберге, а затем был направлен в Литву для борьбы с бандитскими группировками. Родился я в Тюменской области. Оттуда в марте нас призывали в армии тоже. Надо было 30-й год в армии служить, менять старых солдат. И прошли комиссию, хоть небольшой ростом, а здоровы были, все честь по чести. Подошел, нас забрали войска, Комитет государственной безопасности, где командовал Лаврентий Павлович Берия. Туда с нас подпольно вооруженными бандами. Вот они были там много, при Балтике. Привезли нас в Кёнигсберг. Вот из Тюмени, Кёнигсберг, все. В Кёнигсберге мы прошли курс молодого бойца, 2 месяца, чтобы гранаты бросали, стрельба была из автоматов, из винтовки. Творческие номера, которые звучат на концерте, наполняют сердца патриотическим духом и верой в мирное будущее. Военная полиция совместно с Центром русской культуры организовали концерт, посвященный 79-й годовщине победе в Великой Отечественной войне. На концерте, в том числе и коллектив военной полиции, исполняет песни народных лет, которые отражают значимость совершенного подвига нашими ветеранами, тружениками тыла, насколько были тяжелые времена. И, несмотря ни на что, жертвуя собой, добились победы над фашистскими захватчиками.
Гости сегодняшнего мероприятия, самый главный наш гость, конечно, это ветеран Марков Кирилл Иванович, внук которого служит в подразделениях военной полиции и продолжает исполнять свой воинский долг. Ну и подрастающее поколение юной армии, юных патриотов. Скрипка – это инструмент, который способен вызвать у зрителей самые глубокие эмоции. Ее неповторимый звук способен заставить сердца замирать и волновать душу. Одним из самых ярких номеров стало выступление солистки народного ансамбля русской песни «Раздолье» Даны Ивановой и Владимира Михельсона. Талантливый и разносторонний музыкант показал, что теперь ему подвластна не только скрипка, но и горловое пение. Ветераны – это люди, которые сражались за нашу свободу и мир, и мы должны быть им благодарны за их служение и жертвы. Я благодарю вот этим молодым людям, которые сейчас это организовали. Они не забывают, слава Богу, что не забывают это, благодарят, говорю, это тех людей, которые там легли за нашу жизнь, за нашу свободу. Мероприятие завершилось концертными номерами творческих коллективов и словами благодарности нашим ветеранам. Айра Сабы Магуш и Азамат Очур, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. В студии был Даджусат. До встречи в эфире.